Вот это навалило, блин. Он сюда пили. Красавчик. Так сюда все пока. Пол поставим сейчас. На скамейке пообедаем. Забыл уже. А? 1000 столов уже забыл, каждый как собирается. Вроде так все у нас. Стол готов. Сачок, да что? Морсик? Да. Давай, давай. О, надо. Морсик, да, Гриш? Компотик, Компотик, это хорошо. персик, абрикос. Чаечек. Да. Чай должен быть чаем. Да. Нужно на природе, братик. Да, не закончил. Газеты, статьи. Газеты можно постелить. Ну давай че, с приездом тебя. За прибытие. Прибытие. Такая была. Блин, вот да, я говорю, что испортится, вижу. Просто это. Извините за бегу.
Так, друзья, ну что, всем привет. Весновка 2026 свершилась. Мы заехали. В этом году, ребят, заехали машиной, как ни странно. Ну, никогда машиной не заезжали, потому что здесь как именно остров. Потому что все топит. Но у нас в этом году ранняя весна. Вода особо не поднимается, хотя с таким количеством снега думали, что затопит капитально. У нас поставили уже переправу и попробовали прорваться. В общем, ребята нас закинули. А сегодня, ребята, я на весновочке, знаете, с кем? Я сегодня с Андрюхой. Всем привет. Андрюха с Архангельска, ребята, прискакал в гости. Никак не ожидал, что с ним буду на весновке. Планировал в этом году, думал, с кем буду заезжать. Как бы ждал вот пик воды, чтобы пробраться сюда на моторе, потому что должна река выйти из берегов, и на это озеро через кусты заезжаешь. Но в этом году воды нету, не смогли. Я пробовал, смотрел, но никак. Все, ребят, мы на острове. Приехали на денечка 3-4 отдыхать. Поставим жерлицу в клетку. Все это, ребят, легально. Сразу скажу, чтобы не писали, там не задавали тупые вопросы. Все это разрешено у нас. И как бы не для того, чтобы тут набить мешками рыбу. Нет, мы чисто так, на поесть. Пару жерличек по метров 30 они у нас. Ну, в общем, все хорошо. Я в этом году опять же делал взнос. Это также делается как путевка на охоту, там, знаете, вот взносы делаете. Ну, в общем, маркируется высота, ячья. Короче, кому интересно, просто забейте и почитайте. Да, в лесу еще снег, ребята. Буханочка, конечно, завезла. Степа, спасибо, будешь смотреть. И у нас тут еще льдина даже. Льдина, ребята, кусок льдины огромный, метров 50, наверное. Стоит еще лед. Ну, так в целом озеро уже вскрылось. Вот столько вещей, ребята. Шмурдячок у нас. Палатка, печка. Ну и приехали на балаган. Балаган, ребят, не выжил. Не протянул эту зиму. Развалился. Было много снега, скорее всего, и под напором снега все, короче, развалило. Да, печально. Ну, может, со временем будет время приехать сюда с инструментом, ребята, подшаманить. Так как место красивое, душевное. Сейчас в данный момент нет у нас молотков, гвоздей. Хотя нужно было взять, скорее всего. Что-то я не подумал. Ну ладно, в принципе, от балагана мы особо не зависим. У нас есть палатки, раскладушки, печки. В общем, будем жить в палатке. А так как это летний вариант, как кухня, там сидишь, готовишь, наслаждаешься природой. В общем, поставили столик, тут скамеечки, дрова, в общем, все есть. Так что как-то так. Впереди непогода. Сегодня еще вроде более-менее, с завтрашнего дня дожди обещают. Снег. Прохладно. Что-то даже около нуля будет ночью. В общем, поживем, увидим, ребят. Сейчас перекус небольшой. Андрюха с дороги проехал 800 километров. Всю ночь ехал. Так, 900 даже, да? 860. В общем, сейчас потихоньку, ребят, будем обосновываться. Сначала, наверное, сейчас съездим, поставим, выставим снасти, пускай они рыбачат. А потом уже будем заниматься лагерем. Такие дела. Так что, ребят, здесь что-то, какого-то тут контента особо не будет. Будем отдыхать, разговаривать, готовить, кушать, немножко рыбачить. Вот. Если кому такой формат интересен, то добро пожаловать, как говорится. А так, в целом, кто-то что-то хочет тут увидеть, какую-то бешеную рыбалку, нет, ребята. Ну и сразу, кто там против сетей, еще раз повторюсь, все легально. Здесь никакого браконьерства нету. Ну и мы не будем ставить тут 1000 сеток, чтобы тут наловить мешок. Как бы мы чисто на поесть, накоптить, покоптить, пожарить, сварить ухи и так далее. Это традиция, ребята. Каждый год стараюсь выезжать именно на это место. Обычно на майские праздники. Просто пожить, насладиться природой. Так как обычно не такая ранняя весна, и только на майские праздники, грубо говоря, начинается вот это просветление вот этой природы, птицы. Вот, в общем, как-то вот оно так. Так что такой, ребят, формат.
Традиции мы стараемся не нарушать. Вот. Как говорится, как дед учил, так и делаем. Все, ребят, поехали. Будет опять мини-сериальчик, не знаю там, что как, ну, что-нибудь поснимаем. Настроение кайф. Бомба. Бомба! Поехали, ребятки. Так что всем приятного просмотра. Поехали. Ну, давай, брат, Давай будем. за приезд. Ваше здоровье, ребятки. Именно так. Да, душа поет, когда клюет. Дочка дарила на 23 февраля. Компотик какой. Красота. Красотища. Ну что, будем заниматься? Да, что, качаем лодочку. Груза надо приготовить. Веревки сейчас нарежем. Да, можно веревку покидать. Нет, там бухта есть. Да не, веревка есть. Нормально.
Че, он рыхлый? Топор только не утопи. Так, ребят, тут у нас льдина. Надо как-то хотя бы проход сделать себе, чтобы выезжать на чистую. Да. На чистую воду. Какая-то буранка, смотри, да? Белая, ну. Так, ребят, ну что, вышли на воду, ветерок небольшой. Ну ладно, сейчас быстренько поставим. Это у нас китайские финки. Ну, кто сеточник, должен понимать, что такое финка. Отличается от китайки. Здесь, ребят, никого не учу. Как бы здесь просто объясняю, что финка чем отличается. Шнуровой груз идет чисто шнур тонущий, верхний плавающий. А китайские сети, вот эти поплавки, вот эти грузила, но они все цепляются, это не очень удобно. Вот. Ну как-то так. И все. Сейчас вдоль кустиков пойдем. Ни в коем случае поперек не ставим, ребята. Здесь договоренность у нас в деревенских. Поперечить никто не поперечит. И, допустим, какие-то ручьи, где рыба заходит, выходит, там тоже нельзя ставить. Как бы, ну, это у деревенских такая договоренность. Вот. Ну, в общем, как-то оно так, ребята. Рыбалка бывает разной. Это тоже считается рыбалка. И многие думают, что если поставить сети и наловить рыбы много, не получится. Нужно тоже понимать, нужно тоже представлять и как бы уметь. Потому что здесь как-то так. Такие дела. Так, что, поехали по тихой грусти. Едем катиться за решетчатый вагон. Да. Ну вот так потихоньку, ребятки, помаленьку. Ну и пригружаем еще, получается, дополнительно грузами, всякими там болтами. Это делается для того, чтобы, когда попадается рыба, чтобы не скручивала сетку. Потому что свои родные не справляются. Да, удочка маленькая, конечно, моя старушка. Серенькая, да? Самая первая лодка жена мне подарила на день рождения, помню. Вот так вот. Сколько лет ей уже, ребят, лет 15, наверное. Фрегат М11 живет еще. Так. А так на ней много ходил и сплавлялся, конечно, и что только не делали в свое время. Такие дела. Что, пригрузимся? Да, давай. Давай пригрузимся. Так. Вот еще, ребят, нагружаем всякими гайками дополнительно. Сетку в натяг не надо ставить, она должна не как струна быть. Сама по себе, в общем, должна жить. Все нормально. Ну все, жерлицы поставили. Живца наловили быстро. Нормально. Вот. Что, сейчас займемся лагерем, ребят. Поставим палаточку. Придется в ней жить. Как бы. Понятно, хотели и беседку использовать как кухню. Ну ладно, что. Все равно дождь впереди. Палатка большая. Сегодня берег, ребят, взял МФП-4. Вот. Большой стол. Раскладушки. Большую печку, ребят, 35 литров. Ставентон 35. Вот. Так что нормально. Станцию взял, чтобы заряжаться. Вот, короче. Будем кайфовать здесь. А так все поставили. Далеко не ездили. Тут рядышком. Как бы одну, следующую.
Вот. Такие дела. Опять чай? Чай, настолько чай. Качественный чай. Да. Только с костра. С пылу с жару, брат. Тапочки, ребята, оденем.
Подумки вон какие взял. Все. Красота тут у нас. Дом готов. Сейчас стол занесем. Дровишки попилим. И все, будет огонек. Андрюх, переоденешься? А? Оденешь? Да, надо бы, конечно. Снимай, а что? Ноги-то нету. Не железный, да? Конечно. Ого. О, красота еще. Ой, братик, подай лаптю. Давай, давай. Выли, еще муха не... Кинь в этот. Муха еще не топталась. Сейчас я их это Топтаешь? как Оттопчешь? обкатаю. Обкатаешь? Посмотрим, насколько ваш мотор мощный. Красота. Так, ну что, все-таки занесли, ребята. Вот стол мы с улицы. Поставим станцию. Поставим станцию, ребята, мы. Как в избушках на газетках. Да. Так. Такс, как говорится, такс. Такс. Провода сразу воткнем. Что, ты хочешь все застелить? Что-то не все, ну так. Что это? Потыдало. Угу. Поставим заряжаться. Так. Есть. Еще надо зарядочку достанем. Какой-нибудь провод еще достанем. Где провод в машине стоит. Да вон, включайся. Не, мне так телефон-то заряжен. Так, ладно, это пока нам не надо. Фонарик и лампа это потом. Ну и вот. Еще одну. Сюда положим. Ох, кастрюлю под стол можно. Да, вот туда рядышком, ага. Место. Там канистры, водичку поставить. Сейчас воду еще этот ведро принесу. Кстати, да, надо Готовить будем. Соляра, да? Соляра. Горюче-смазочный материал. Обязательно. Да нет, ребят, там компот, если что, чтобы вы понимали. О, обживаемся, да? Потихоньку. Красота, брат. Если жарко, открывай. Кстати, Ну, у нас еще дверь открыта, да. кстати, этот, у тебя есть такая штука? Я даже не посмотрел. Вот По такая. поводу окон Вот такая. не посмотрел Да? даже. Не знаю. И вот так потом делаем. И красиво. Все. И дышишь, и комаров нет. Да, и комаров нет.
бля. Работаем. Ну вот, потихоньку. Тут, кстати, кто-то приезжал, ребят, дров привез, таких заводских. Ну и вот тут строение вот это, которое мое тут, кто давно наблюдает, мы тут делали ее. Вот. Тут кто-то вот навес начал продолжать, получается. И, соответственно, ну так, по походному сделали. Веревкой, в общем, обрешетку растянули и, скорее всего, вот не выдержала. Ну, если доской бы зашили, то было бы более-менее. Ладно, приеду, отдельно потом сделаю. Нормально. Баннер привезу, саморезы, шуруповерт, пилу, гвозди. Ничего нету. Топор есть, пила есть, гвоздей нету. Как бы ладно уж. Крыша есть над головой. Надо поддержать этот балаганчик-то. Вот, была просто крыша, кто помнит, вот так, над столом. А кто-то, вот видите, полностью еще проделал, но не вывезал все это дело. С Андрюхой подсобрали мусор, бутылки какие-то, не бутылки, пачки сигарет вот валяются. Веток, дров, ребята, море. Очень много веток понападало, и так вообще валяется. Вот что-то стаскали к костру. Льдину, кстати, начал разворачивать, ребята. Сейчас перекроют полностью проезд нам, блин. Вон здесь, там, короче, там. Собирать не хочу. Костер сделал, хочу сделать. Макароны творить. Такие дела.
Так, ребят, ну что, добрый вечер. Ну что, вот так денек как-то пролетел. Пока залетели, пока туда-сюда. В общем, косач, ребят, начал таковать. Здесь таковище недалеко. Вот если не поленюсь, утром, каким-нибудь утром я вам схожу, поснимаю, как они вот танцуют, поют. Оборудование, конечно, не позволяет, но в принципе можно. Может, многие не знают, что глухарь, что такач, они не только по утрянке ток делают, но они еще и вечером выходят. И если искать ток, то как раз можно его еще и с вечера. Просто обозначиться, примерно посмотреть, потом приехать туда на утро, посмотреть перья, какие-то драки, вот они там оставляют, ставить шалаш приблизительно, не прям в самом таковище, а рядом, ждать пару дней, чтобы привыкло, да, все это дело, и приходить уже к утру и охотиться добывать. Ну, здесь как бы живут они. Андрюха спит с дороги, понятное дело, всю ночь ехал. Я что-то приготовил ужин, котлетки, макарошки там, потом разогреем, поужинаем. Сегодня не поедем на проверку, как бы нет смысла, не запланировано. Будем проверять завтра утром и вечером. В общем, 3 дня вот так. Многие скажут, зачем это надо. Но, ребята, я же говорю, это традиция. Традиции мы не нарушаем. Такие дела. Красота, ребят. Блин, вообще круто. А здесь место свое. Ну, здесь, да, конечно, вот расстроил балаган. Но я, наверное, соберусь, ребят, я все равно его сделаю. Может, даже железом. Не знаю, посмотрим. Но не надо место, как говорится, ронять. Пускай люди приезжают, пускай отдыхают. И видно, что кто-то сюда приезжает и все равно делают, молодцы. Потому что диван вот привезли, вот тут что-то начали строить. Но немножко, видите, не хватило, как говорится, может, опыта. Ну и снег, понятное дело, что надо было сюда на снегоходе залететь и весной скинуть шапку. Ну и вот, в общем, такие дела. Так что так. Не знаю, сейчас схожу, ребят, на разведку, пока Андрюха спит, может, посмотрю. Так приблизительно, на какой карте. Потому что здесь поле, как бы карты идут. И елочки. И в каком именно месте они обозначились. Так хотя бы таковика найти, потому что таковик будет снизу, но вертухай будет наверху. Такие дела. А так круто.
Блин, каналы, ребят, уже полные воды. Так не пробраться. Смотрите, какой ураган был, все березы повалило. Здесь даже так не пройдешь. Ё-моё. Надо петлять. Ладно. Тут уже, да, тут уже глубоко. Вышел, ребят, на посух. Ну, послушать. Таковали косачи. И солнце зашло, и все, они резко перестали. Ну, вечером они не особо такуют. Тут канавы, тут, получается, поля раньше работали. Ну, сейчас понятно, что уже ничего не работает, ни колхозы, ничего. Надо перескакивать, далеко обходить надо будет. И карту, через карту надо будет обходить. И замолчали, зараза. Не знаю, взял камеру большую, хотел поснимать. Ну ладно, я понял, с дороги надо будет заходить, туда уходить и возвращаться. И нужно топорик брать, возможно, что-то как-то, какую-то переправу делать, потому что вода уже в каналах. Маленько снега, ребят, еще осталось. Остатки роскоши, так скажем. Ну ладно. Не получилось. Пораньше надо было идти. Ладно, пойду Андрюху будить. Темнеет уже. Такие дела. О, вернулся к балагану. Вон, ребят, смотрите, сколько сучков падает. Вот палатку такую ставить под такой сосной, если такая прилетит, поломает по-любому. Вот такие падают. Но это жестко. Килограмм 30 упадет на бошку. А тут пилили. Все забрали. О, тут сучки тоже. Сучки надо все будем потихоньку полить. Так, ребятки, ну что, мы будем ужинать. Андрюха проснулся. Угу. Немножко. Доброе, говорит, утро, уже добрый вечер, я диспетчер, да? Да. Поедим. Макароны с хлебом, ребята, как вы любите. Макароны с хлебом, да. Кстати, тема. Вот, котлетки у нас тут. Ну и все, будем отбиваться. Сегодня такой день заездный. Завтра будем уже заниматься делами. Вот. Ну, у костра посидим, наверное, скорее всего. Ну так, с Андрюхой сейчас посмотрим. Да, что, пополняем немножко. Пополняем, да. Андрюха на природу приехал. 15 дней, ребят, в кабине, чтобы вы понимали. Вот такая работа. 15 дней в кабине. Как-то так.